Еще до 1985 года Старая Табага называлась просто Табагой, а в 1985 году прошлого века указом Верховного Совета Якутской автономной республики произошло объединение населенных пунктов Табага и лесокомбинат в один поселок. Своим основанием село Табага обязано созданию Якутско-Иркутского почтового тракта. Село Табага основано в 1743 году как Табагинская почтовая станция на Якутско-Иркутском почтовом тракте. Наше село как раз и обязано созданию Якутско-Иркутского почтового тракта. Регулярная почтовая гоньба, по которому началась в 70-е годы до 18 века. Музей истории Табаги был создан в конце 50-х годов. Село переживало непростые времена, люди из него уезжали, многие социальные объекты закрылись. Однако сам музей продолжает жить, правда, уже на базе сельского клуба «Искра». Там и продолжается его новейшая история. Центр культуры, скажем так, да, это наш клуб, здание клуба, вот, в котором находится библиотека, у нас музей и вот, собственно, клуб. А других таких центров культурных, там, развлекательных в нашем селе нет. Дети на каникулы приезжают, мы это постоянно ходят в нашу библиотеку. Остается вот именно мало совсем наших стариков, которые знают вот эту богатую историю именно нашего села, развития не только нашего села, но и, наверное, истории развития вообще вот Якутии. Население в 700 человек бережно хранит историю родного села. Так, например, наиболее ярким эпизодом в истории Табаги была засада, устроенная в годы Гражданской войны. В годы Гражданской войны была засада, устроенная на командующего войсками Якутской области и Северного края Нестора Александровича Каландрашвили, ехавшего из Иркутска в Якутск в январе 1922 года. В результате боя, произошедшего в районе между Техтюром и Табагой, он и его отряд красноармейцев были уничтожены. Там сейчас установлен памятник, бюст стоит. Сегодня в село Старая Табага ездят автобусы с экскурсиями, которые организовывает исторический парк «Россия. Моя история». Табага – это как раз уголок старины, где вот можно и в музее, и прямо на улицах села, да, показать, рассказать о событиях, которые происходили 100 и 200 лет назад. Есть очень много воспоминаний путешественников, проезжавших. Допустим, Гончаров, когда отсюда уезжал, правда, он был в таком веселом состоянии духа, в том числе из-за шампанского, но тем не менее он помнит, как его провожали на первой же станции, то есть в Табаге. Да? Люди, когда приезжали, тот же Короленко, он помнит, как он заезжал по этому тракту. Поэтому, если покопаться в воспоминаниях путешественников с 18-19 века, то там уже много будет исторических деталей. И сегодня аутентичное село Старая Табага олицетворяет прошлое, настоящее и будущее долины Туймада. Скоро село станет южными воротами столицы республики, как это было ранее, когда здесь проходил почтовый тракт. Сюда придет Ленский мост, въезд в который будет проходить именно через Табагу. Так что славная история села повторяется. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск.